Федор Драгой, уроженец Гагаузии, в настоящее время проживает в Российской Федерации. Идея написания книги, по словам самого автора, состоит в том, чтобы раскрыть подлинные истоки судьбоносных событий в жизни гагаузов. Книга состоит из двух частей. Первой рассказывается о древнем народе, его узах, а вторая раскрывает разные периоды в истории гагаузского этноса. Наблюдая за гагаузами последние 30-50 лет, и что сейчас реально происходит, жизнедеятельность и в Гагаузии, за пределами сложности взаимоотношения, скажем, даже и порой жесткие, по большому даже и война с друг другом, подтолкнули на то, что пришло время исправить это все. И основная цель книги – это сделать все, чтобы было единство в гагаузском народе. Презентация сегодняшней книги привлекла внимание некоторых представителей общественности Гагаузии, сотрудников научного центра и педагогов Камрадского государственного университета. Они высказывались о том, что хотя автор не историк, многие факты, приведенные в книге, заинтересовали их. У нас почему в школах обучают детей 22 теории происхождения гагаузов? Да потому что им эту книгу написали наши лживые профессиональные историки. Поэтому народ сам выдвигает таких самородков, как Драгой, как недавно мы похоронили Дмитрия Акимовича Узана, тоже, так сказать, самодеятельный, непрофессиональный историк. Я долгое время занимаюсь этим, не являюсь профессиональным историком. И что меня удивляет в книге Драгое, что он очень близко подходит к корневым основам происхождения гагаузов. И когда читаешь эту книгу, начинаешь понимать, что гагаузы один из древнейших народов в мире, что они сыграли на определенных этапах истории, играли свою роль в истории. И наши люди, современные гагаузы, читая эту книгу, должны гордиться тем, что у нас есть история. Книга интересная, очень такая поставлена проблема, она живая. И думаю, что дополняя друг друга, наши знания, его знания, безусловно, очень много труда вложено сюда. Она очень интересная, и мы друг друга можем только дополнять, подправлять и двигаться вперед. Книга «Узы. Краткая история происхождения гагаузов» писалась автором более 20 лет. Как отметил сам писатель, информацию для будущей книги он собирал из разных источников, но главными, на которые в основном опирался автор, были воспоминания старожилов. Единственная часть информации, я, конечно, опираюсь на наших предков. То есть то, что дед, прадед и передал, и вот в книжке «Твой надежд» 9-й страничке я говорю о хранителях. То есть было две формы передачи информации. Конечно, гагаузскому народу, гагаузам сложно будет поверить, что кто-то где-то тайком, пока румыны нас всех били, пока война была и много чего было, кто-то там где-то кого-то что-то обучал, передавал. Но эти две формы передачи истории, информации, письмом и устным, она была у всех народов. Просто по случаю того, что гагаузы оказались достаточно щепетильно в таком состоянии на протяжении столетий, это постепенно скрылось. Она была недоступна. В ходе презентации данной книги автору задавалось много вопросов, но за неимением достаточного времени ее участники решили организовать еще одну встречу с автором в формате «Вопрос-ответ» и пригласить на нее больше молодежи.